Добрый день, дамы и господа. Сегодняшним концертом «Век романтизма» начинается, нет, не пасхальная неделя и не фестиваль «Золотые купола», он начался вчера, но та часть фестиваля, что будет проходить в этом здании Якутского музыкального колледжа. Так что это первый из 5 концертов. Фестиваль «Золотые купола» связан, как вы понимаете, с Пасхой. Это один из самых светлых праздников христиан. И в этой связи, считаю, нужно сказать, что есть произведения, которые напрямую связаны с этим праздником. Одно из них принадлежит Иоганну Себастьяну Баху, «Пасхальная оратория», а другое, другому знаменитому, но уже русскому композитору Николаю Римскому-Корсакову. У него есть увертюра «Светлый праздник», посвященная Пасхе. А теперь вернемся к этому концерту. Он начинается, простите, он называется «Век романтизма». По-немецки концерты клаверной музыки называют «клаверабенд», «клаверный вечер». Но это у немцев, а поскольку в здании Якутского музыкального колледжа концерты традиционно проходят днем, то по-немецки это будет «клавертаг». Итак, начинаем наш клавертаг «Век романтизма». Век романтизма... Сейчас, минуточку. Век романтизма не видать. Это было бы самое страшное проклятие для музыкантов, и не только для музыкантов, для большинства любителей музыки. Хотя история музыки насчитывает много эпох и много стилей, средневековье, ренессанс, барокко, классицизм. Но именно романтическая музыка, то, что порождено этим блестящим веком, составляет большую часть репертуара музыкантов практически всех профессий и составляет большую часть репертуара самых разных жанров. Если вы вспомните, что вы любите из оперы, то вы заметите, что примерно 7 из 10 опер, которые вам нравятся, это оперы романтические, оперы XIX века. Это касается большинства симфонии, и тем более это касается клаверной музыки. Потому что, хотя и создали горы музыки классицисты, начиная с Гайдна, кончая Бетховеном, но рядом с этими горами объем, созданного романтиками, это целые монбланы. Поэтому, если изгнать из клаверной музыки репертуар, созданный композиторами-романтиками, останется мало. Увы, как ни печально. И романтическая клаверная музыка – это особый предмет любви как исполнителей, так и слушателей. Если классицизм можно уподобить светлому детству человечества, эпохи, когда кажется все безмятежным, мир гармоничным, прекрасным, мир, принимающим тебя, и ты принимаешь такой мир, то век романтизма можно было бы сравнить с той частью возраста человека, которая к его молодости. Пора надежд, пора первого очарования, крушения иллюзий, обид, маленьких несчастий, большого горя и так далее. Но и у самого романтизма есть свои периоды. Есть детство романтизма, это 20-30-е годы, есть пора зрелости, есть пора старости. По сравнению с классицизмом, романтизм просуществовал гораздо меньше. Впрочем, нет, по сравнению с барокко. Так вот, это примерно 100 лет. Да, с 20-х, со второго десятилетия XIX века до начала века XX. Еще в 10-е годы XX века создают свои произведения Густав Малер, пишет Скрябин, Рахманинов, Рихард Штраус, последние романтики, поздние романтики. Таким образом, эта блестящая эра дала великое созвездие музыкантов. Когда большинство любителей или профессионалов вспоминают о романтиках, то на ум, в память приходит чаще всего один и тот же набор имен. Ну, конечно, Шопен, Лист, Шуман, Мендельсон, кое-кто вспомнит еще и Шуберта, некоторые вспомнят даже Вебера. Потом ряд продолжается именами Вагнера, Листа, Верди, кое-кто еще вспоминает Брамса, и тут список заканчивается. Но на самом деле он гораздо больше, потому что, повторяю, эпоха великая, много поколений, ярких, блестящих поколений композиторов. У одних только немцев, в начале эти Маршнер и Шпор, и Эдуард Амадей Гофман, простите, Эрнст Амадей Гофман, Маршнер, Шпор, Вебер. У немцев это не только ведь Вагнер, это еще и Флотов, и Николай, а после того же Вагнера это и Бюлов, Корнелиус, Брамс, Штраус, Брукнер, Малер, Гуго Вольф, тот же Иоганн Штраус, хотя и не писал музыки большие, серьезные, но это тоже романтик. У итальянцев не только Верди, но начиная с Россини, Беллини, Доницетти, потом отчасти молодой Риго Бойто. Вот. И у французов ведь не только Берлиоз и Делип, и Галеви, и Абер, и Буальдье. Все это романтики, их было много.
Романтизм дожил до 20 века, и его влияние испытали многие музыканты модернизма. Более того, романтизм в каком-то смысле вечен. Он был, есть и будет жив, потому что тяга к выражению чувства, непосредственному, естественному, она пробуждается время от времени в душах музыкантов и требует возрождения романтизма. Вот почему в 70-е годы 20 века возникает явление неоромантизма. Чем же нам ценен и дорог? Романтизм в каком-то смысле раскрепостил музыку, потому что впервые романтизм стал тем стилем, который не просто допускает, но требует выражения личности, самовыражения, повинуясь не канонам, но тому чувству, что идет от души. Романтизм стал ценить, в отличие от классицизма, не всеобщее, а личное, непохожее, единичное, самобытное, индивидуальное. Поэтому романтизм так стремился к оригинальности, к необычности. Поэтому романтизм увлекся и народным, и древним, старинным, средневековым. Романтизм стал и первой эпохой, которая поглядела назад. Этого не делали прежние эпохи, прежние стили. Романтизм стал интересен, что было до него, и даже не непосредственно до него, в эпоху классицизма, а в прежние времена. 16, 15, 14, 13 века. Романтизм открыл прелесть седой старины, эпохи Возрождения, эпохи барокко. Она казалась мрачной, угрюмой, страшной, пугающей. Романтизм создал красивую легенду о том, какой она была романтичной, извините за тавтологию, иначе не скажешь. Потому что романтизм опирался на то, что некогда было связано с этим понятием. Ведь вначале было понятие романтическое литературное, еще до появления направления романтизма. Поэмы, романсы, романы о рыцарях, о турнирах, то, что мы встречаем еще, например, у Шекспира. Так вот, и как раз в ту эпоху, когда ценился не практицизм, а чувство, качество, душа, эта эпоха привлекла романтиков. Я уже говорил о том, что романтизм много обогатил музыки, но по сути романтизм дал новое дыхание опере, которая умирала на грани века 18-19. Она испытывала сильнейший кризис. Романтизм дал ей новое дыхание. Романтизм дал новое дыхание и жанру симфонии, которая, казалось, Бетховена была исчерпана, но оказалась, она может быть программной и говорить о тех вещах, о которых ранее симфония была не способна. И уж тем более, благодаря романтизму мы имеем возможность наслаждаться тем, что называют инструментальная вокальная миниатюра. Это всевозможное обилие разного рода пьес. Но если брать вокальные пьесы, это, разумеется, песни, романсы, баллады, поэмы, сцены, монологи. Если брать музыку инструментальную, то это обилие всевозможных баллад, скерца, ноктюрнов, этюдов, прелюдий, интермеццо, листков из альбома, песен без слов и так далее, и так далее. То, что, повторяю, мы любим следующим после сонат. И вот если, скажем, сложность некой сонаты Бетховена не всегда можно сразу узреть, понять в силу философской глубины, то, как правило, содержание романтических миниатюр мы понимаем почти что сразу. Потому что романтизм обращается не к нашему разуму, не к голове, прежде всего, а к сердцу, к чувству. Убери это, не будет романтизма. Я уже говорил, что романтизм тоже пережил свои периоды детства, зрелости, старости. Так вот, детство романтизма – это 20-30-е годы. Это уже поздний Вебер, это скоро ушедший из жизни, уходящий Шуберт. И это молодой Феликс Мендельсон Бартольди. Потом уже несколько позже них заявит себе блестящий и Шуман, и Шопен, потом Лист, Берлиоз товарищи. Но ранняя пора, повторяю, поздний Вебер и Шуберт, и молодой Мендельсон. Молодой, хотя на год всего лишь старше Шопена, Шумана, но гораздо раньше них, начавших свою блестящую карьеру, ярко заявивших себе тогда, когда те музыканты лишь учились писать музыку. Сегодня в нашем концерте будут принимать участие ученики Высшей школы музыки, студенты Якутского музыкального колледжа. Но, несмотря на то, кто будет играть, я думаю, что уровень музыки будет не школьный, потому что эти ребята часто выступают и зарекомендовали себя довольно хорошим качеством исполнения. Будут звучать и популярные вещи, вроде экспромтов, Шуберта или музыкальных моментов, то, что достаточно часто звучит на концертных сценах России. Вот, и то, что звучит редко, и некоторым любителям музыки, может быть, неизвестно. Я сам слышал те вещи только в записи. Среди прочего прозвучат рондо капричиоза Мендельсона и его строгие вариации. Любопытное произведение, вот чем. Одно из них, рондо капричиоза, это образец творчества раннего, молодого Мендельсона. Настолько молодого, что он написал его в возрасте, когда большинство студентов музыкального колледжа еще не поступали сюда. Ему было 15 лет. Но это уже яркая, самобытная работа.
А вот другое, серьезная вариация, написана уже в пору полной зрелости Мендельсона в 1841 году, и название его полемично. Дело в том, что Мендельсон писал музыку хоть и достаточно ясную, простую для понимания, но не для исполнения. Он был решительным противником, как и Шумана, музыки виртуозной, музыки, где блеск, эффект ради блеска, ради эффекта, музыки мало или бессодержательные. А поскольку тогда очень многие композиторы-виртуозы сочиняли свои виртуозные произведения именно в жанре, и вернее в форме вариации, и таких было много, сотни, тысячи, горы блестящих вариаций, то, подчеркивая свое несогласие с ним, подчеркивая то, что это произведение, этот цикл, музыка серьезная, философическая, музыка и для ума тоже, а не только для сердца, Мендельсон так и назвал их «серьезные вариации». Жаль, что эти произведения мало играются. Мендельсон стал отчасти жертвой безумной популярности своих песен без слов. Их играли при нем, их играли потом, их играют сейчас. И большинство музыкантов как-то мало обращают внимание на яркие вещи Мендельсона, другие. А между тем есть 3 блестящих фантазии, 3 сонаты, без названий, есть одна еще шотландская соната, 3 каприччо, вообще как-то любила такую троичность, правда, в жанре симфонии не выдерживала. Итак, мы начинаем наш концерт. Я желаю удовольствия вам и себе тоже. Встретимся на других концертах нашего фестиваля. Одну песню без слов исполнит Софья Гришанина.
Песни без слов исполнит Коля Едукин. Песни без слов исполнит Павел Волков.
Александра Степанова исполнит 2 песни без слов.
последнюю из представленного блока исполнит Елена Михеева. Экспромт ля бемоль мажор опуса 90 исполнит учащаяся музыкального колледжа Дарья Профатилова.
Феликс Мендельсон «Серьезные вариации» исполняет учащийся музыкального колледжа Семенов Сандал.
Мендельсон. Рондо капричоза исполняет учащаяся Высшей школы музыки Елена Михеева.
прозвучал первый концерт из цикла «Век романтизма»